Я думаю, что президент не это имел в виду. И, конечно, если что-то вырвать из контекста, оно может так звучать. На самом деле у нас с Россией сейчас очень крепкие связи. И мы идем в одном русле. Хорошо, а зачем тогда президент упоминал работу царских генералов в 1916 году? История, она была, от нее никуда не деться, поэтому ссылка на те исторические факты, они должны порождать новое, чтобы не повторялось старое. Дестабилизация, конечно, России не надо, это нужно каким-то третьим силам, которые пытаются и пытались, скажем, менять. Ну а кто может быть этой третьей силой? Это что, Казахстан, Узбекистан, я не знаю, ну кто эти вот силы, давайте уже назовем или хотя бы сделаем, предположим, кто могут быть этими силами. Одну я не могу назвать, они находятся во многих странах. Хорошо, Аида, у меня к вам вопрос. Скажите, можно ли расценивать то, что сейчас происходит с оппозицией в Кыргызстане, как просто предлог для того, чтобы их загнать в угол, кем бы они ни были, и таким образом немножко избавиться от них, или, скажем, даже если есть какая-то популярность, снизить их популярность? То, что происходит задержание политиков, так называемых оппозиционеров, которые планируют провести широкомасштабные демонстрации. Их задержание – это сигнал для других оппозиционеров, для других политиков вести более такую компромиссную политику с нашим Белым домом, с нашим правительством. Но если такая оппозиция слабая, ни лидера, ни идеи, зачем их вообще бояться и зачем вообще обвинять кого-то, обвинять то, что за ними кто-то стоит, кто-то им проплачивает? Ведь были продемонстрированы по кыргызским СМИ вот эти телефонные разговоры. Наверное, такая ситуация и такое поведение нашего политического истеблишмента говорит о том, что они хотят показать ситуацию в другом ракурсе, они хотят представить ситуацию, что ситуация может сложиться и направиться в другое русло, но при этом у правительства есть все ресурсы, даже прослушивать их звонки, их задерживать. То есть такими шагами правительство показывает, что они способны контролировать ситуацию. Хорошо, у меня вопрос к Бакыту. Бакыт, правительство Кыргызстана, оно боится кого? Народный парламент оппозиционеров? Если какой-то другой враг, который представляет большую угрозу, те же самые люди, которые находятся извне, скажем, представители бывшей власти Кыргызстана? Наше правительство и власти, в общем-то, я скажу, никого не боятся, ничего не боятся. Дело в том, что вот эта дестабилизация методом революции, оно, конечно, отталкивает и народ, и экономику, и страну назад. Поэтому единственное беспокойство, чтобы если кто-то хочет сделать добро для народа, они должны в рамках Конституции пройти в парламент, потом там бороться за власть. Но не на улицах. Спасибо. Аида, а вот вы что думаете по этому поводу? Может, все-таки стоит оппозиции подумать о какой-то платформе для того, чтобы завоевать сердца и умы народа, а не выходить каждую весну на улицы и требовать чего-то? Если говорить честно, то многих лиц, которые задержало правительство, государство, и те люди, которые говорили, тех оппозиционеров, многие, они не совсем мало знакомы нашему обществу. И я повторюсь, что у тех оппозиционеров, которые хотят мобилизовать большие массы людей, я соглашусь, у них нет ни ресурсов, ни программ, ни лозунгов, ни лидерства. И я думаю, что даже у них нет финансовых ресурсов, чтобы мобилизовать большие силы.